Такая погода, дождь. Вот только что прошел 9 градусов, такие лужи. И вот резко выглянуло солнышко. Вот такая погода. Мы гуляли сегодня по Москве. Зашли в магазин «Белые облака». Там себе немножко подкупили по интересам. Ну, как вы понимаете, карты Таро обязательно. Ну, я книжечку себе тоже нашел. Вот так вот. Камера, наверное, вся залита. Мы в Бургер Кинг. Тут просто огромная такая толпа. Такая вот Школа. куча людей. Мы взяли поесть, но не знаю, когда мы дождемся теперь этой еды. Итак, сегодня мы ездили снова в Белые облака и в Ведьмино счастье. Но я не сделала там никаких съемок. Мы там ходили в Белых облаках, даже в вегетарианское кафе. Я там ела салат с печеным картофелем и фасолью. Но ничего мы этого не снимали. Но зато я хочу рассказать, какие же сделали мы покупки. Вот, значит, в Ведьмином счастье, даже дали нам какие-то тут, ну вот визиточки дали от Ведьминого счастья. Моросейка 4. Вот тут даже, видите, заполняют что-то. Дали скидки в Ведьмином счастье. Значит, 10% только 3 дня. Подарок лучшей подруге или другу. Магазин магии. Дальше, значит, скидка на все услуги наших специалистов. Консультация таролога, хироманта, рунолога, фотография ауры, аура-сома, не знаю, что это такое. Вот. И вот с 11 до 21 ежедневно. 10% дали скидки. И вот что я купила, значит, это кристаллы. Сейчас я их... Вот кристаллы все достала, камушки, минералы, да, наши красивые. И вот смотрите, вот первый у нас вот такой вот серый агат он называется. Такой камень я купила. Очень красивый камень, прям очень. Я на него прям любовалась, не налюбовалась, как говорится. Вот такой вот камень я взяла. У него, знаете, вот такие свойства, сейчас я вам скажу даже. Он помогает восстановить внутреннее равновесие и ощутить твердую почву под ногами. Очень хороший камень, мне понравился. Дальше, значит, ну это все на позиции, я себе беру на позиции. Гематит, вот смотрите, такой вот красивейший камень, гематит. Он с древних времен считался священным камнем среди магов, волшебников, ведьм. И по преданиям камень обладает защитными свойствами, которые способны не только противостоять черной магии, но и также противостоять вмешательству именно негативной энергии. Ну, хороший камень вообще, мне очень понравился, конечно, крутой. Вот гематит прям, он такой тяжеленький. И прям такой вот, прям видно, что у него вот как другое магнитное поле вот какое-то вот. Ну, интересный камень. Дальше, значит, вот горный хрусталь. Вы все знаете, скорее всего, этот камень. И мы специально стояли и выбирали прозрачный с Вовой. Вот прям прозрачный. Он берет, я, говорит, хочу такой камень. Он себе его покупал. Ну, конечно, я у него буду иногда прихватизировать на позиции. Но этот камень он выбрал мутный. У меня тоже раньше был мутный горный хрусталь. Но потом я узнала, что его лучше брать как чистая вода. Кристально чистый, прозрачный. Это очень важно. И вот это камень ясновидцев и прорицателей. Ну, почему он его и взял? Ну, он почувствовал и знал, что камень 7-й чакры и камень именно помогающий тем, кто занимается ясновидением. А раз он занимается профессионально ясновидением, исцелением и так далее, то есть ему этот камень очень нужен. Следующий камень синий, вот такой синий-голубой, или как, ну голубой, наверное, да, гавлит он называется. Я первый раз столкнулась с таким камнем. Это очень крутой камень, камень спокойствия. И он способствует глубоким медитациям, дает уверенность во время собеседований. Очень-очень интересный камень. И он такой вот, ну, очень насыщенный голубой цвет, мне понравился вообще. Следующий камень, который я купила сегодня, это дюмартиерит. Если честно, я тоже с ним столкнулась сегодня впервые. Это вот такой вот глубоко фиолетовый,
с черными крапинками и белыми камень. У него даже есть коричневенького немножко. Но это камень, талисман для тарологов и практиков. Ну, любых предсказательных техник. Представляете, это камень таролога. Естественно, я его купила. Это очень нужный для меня камень-талисман. Вот, очень хороший. Последний камень – это бычий глаз. Вот такой вот камень, бычий глаз. И он хранит от негативных посылов, защищает и укрепляет энергетику своего владельца. Тоже очень крутой камень. Я вообще люблю этот камень, бычий глаз. Он похож на тигровый глаз, только он с красноватым таким оттенком. У меня тигровый глаз, как вы знаете, есть черепаха, а вот бычий, вот я купила специально на позиции. Очень крутые камни. Мне они вообще, прям запали в душу все. Теперь я расскажу свои покупки из белых облаков. Нам дали даже клубную карту Silver, не золотая, а серебряная, извиняюсь, чуть не ошиблась даже. И, значит, рассказано тут, что мы по клубной карте получаем карта Silver, скидка 5%, и в клубные дни, это 15 числа каждого месяца, аж до 50% скидка. Очень интересно. Так, значит, что у меня тут в пакетиках есть из белых облаков? Вот смотрите, это алтайская живица. Это вместо жвачки используется. И я взяла 3 упаковки. Вот сейчас я тут подостаю. Вот такие вот 3 упаковки алтайской живицы. Это прикольная штука. Обязательно пожую. Вот смотрите, одна, значит... Ой, что-то я телефончик свой нажала. Одна, значит, это смолка жевательная из смолы лиственницы сибирской с пчелиным воском и облепихой. Вторая, значит, из смолы лиственницы сибирской с пчелиным воском и прополисом. И третья из смолы кедра сибирского с пчелиным воском. Прикольно. Я вот такое люблю. И причем мы купили по 64 рубля такие вот жвачечки. Мне понравилась вообще идея, что жевать не орбит, а живицу. Это интересно. Так, дальше мы взяли вот такие открытки. Это китайские открытки, конверты. Ну, кого-нибудь вот поздравлять, допустим, захочу, да, с днем рождения там. Вот, и это дарить именно деньги. Очень крутой талисман, открытка, талисман вот такая вот. Они по 50 рублей там, очень красивые, мне понравились вообще. Так, значит, Вова купил себе книгу «Святая наука». Автор Гьянаватар Свами Шри Юктишвар Гири. Мне тоже эти книги интересные обязательно. Вот. И я вообще тоже такое все люблю. Она стоила 288 рублей. Вот, с вами Шри Юктишвар Гири, жил 1855-1936 годы. Индийский гуру и астролог, один из известнейших представителей крия-йоги, ученик Лахири Махасаи и духовный учитель Парамахансы Йогананды. Книга «Святая наука» имеет своей целью с возможно большей ясностью показать, что между всеми религиями имеется существенное единство, что между истинными, проповедуемыми различными верованиями нет никакой разницы, о чем мы всегда говорим во всех наших видео и консультациях. Так, смотрим дальше, значит, самые главные покупки мои, самые основные. Естественно, я покупала там предсказания, но я его сразу опубликовала. То есть мы распечатали орех, я все это сфотографировала и у себя на всех социальных сетях распространила. Итак, первая колода, которую я взяла сегодня, это Таро русских художников. Это очень круто. Очень круто. И вот давайте я на задней стороне прочту. Перед вами колода Таро, основанная на работах великих русских художников. Их бессмертные творения предстанут перед вами в образе величественной императрицы, переменчивого колеса фортуны, таинственной луны, работы Ольги Серебряковой, Ивана Айвазовского и даже Веры Мухиной. Вы увидите в этой колоде 78 арканов Таро русских художников, откроют перед вами все тайны бытия и помогут найти ответ на любой вопрос. Вообще круто, просто круто, я обожаю такое все. Может быть, даже сделаю обзор. И вот, центр вселенной, как говорится сегодня, это Джек-фонарь. Таро Джек-фонарь, это вообще для меня просто сказка, фантастика, обожаю. Колода Таро от Джулиана Коста. И, это просто вот, для меня это круто, это очень круто. И я очень хотела, и я получила, и я купила. И главное, мы когда приехали в Белые облака, представляете, так получилось, что и эту колоду только завезли.
И я заглянула везде, в Лабиринт, в Озон. Нет колоды этой в продаже. А у меня теперь есть. И вот она стоила 1868. Это очень недорого. И вот Таро русских художников вообще в белых облаках стоит 724 рубля. Ну, это средняя цена на Озоне, там и в Magic книге, например, или еще где-то в Таромане. Не помню там, да. Но вот это издательство, интернет-магазин, даже, видите, Magic книга. То есть они там брали. И, ну, особой наценки я не увидела. Может быть, просто уже давно брали, да, и цены выросли, а магазин не стал повышать. Ну вот, может быть, сейчас даже сделаю некий обзор